Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова топ-модель по-удмуртски. Каждую неделю мы рассказываем, чем занимаются девушки на проекте и подводим итоги голосованием жюри. И каждую неделю мы прощаемся с несколькими участницами. Не все девушки могут выдержать плотный график занятий и репетиций. По этой причине проект покинули две участницы – Ольга Шепталина, номер 1, и Татьяна Нестерева, номер 21. А мы желаем девушкам успехов, и пусть препятствия не мешают им двигаться к своей цели. С нами в проекте 20 участниц, и лишь 10 из них дойдут до финала. Итогами этой недели стали кастинги для показов и фотосъемок в нескольких магазинах модной одежды нашего города. Кастинги – это неотъемлемая часть работы модели. Девушки ежедневно посещают по несколько кастингов, и чаще всего начинающим моделям приходится слышать отказ. На этой неделе наши участницы побывали на 3 кастингах и отлично справились с задачей. Первый кастинг в рамках проекта «Топ-модель по-удмуртски» проходил в магазинах верхней одежды Lady Winter. Для показа и фотосессий девушек отбирала владельца салона Елена Михайлова. В роли кастинг-директора выступила режиссер проекта Марина Дегтярева.
Из 20 моделей для фотосъемки выбрали всего 8 девушек. На это повлияет на предстоящий отбор. Ведь участницы, которые пройдут наибольшее количество кастингов, получат иммунитет на выбивание на этой неделе. В принципе, они у нас все довольно классические. Сильного разброса в возрасте нет, в росте нет. Да, в принципе, я так и планировала, и не слишком высоких девочек. Мы их будем пытаться в кадре собирать еще и вместе, делать красиво. Вот эти вот, они нормально гармонично. Да, гармонично. И если, например, из этих выбирать, вот Лера немножко будет выделяться манерой работы. Да, она согласна. будет на себя перетягивать, потому что она, у нее фигура другая. И в кадре она будет более сексапильно смотреться. Поровнее будет смотреться вот из этих профессиональных, наверное, вот. Я тоже так считаю, Лера. потому что вот тут тоже немножко выбивается, она совсем. Это потому что ребенок выбивается. Да. Вот это Согласна. более классический, я думаю, она сюда впишется лучше. Согласна. Мы можем оставить вот девочек на запасных тогда. И здесь у нас 8 есть. Девочки, я буду называть, вы выходите. Кузнецова Софья, номер 10. Номер 11 Осипенко Алена. Ложкина Ирина, 18. 24 Бахарева Алина. 26 Машинникова Алина. Сюда, в рядочек. Варвара, номер 30. Шаркина Алина, номер 32. Номер 33 Мамаева Лера. Так, давайте еще раз посмотрим, кого мы с вами выбрали. Девочки, вас взяли. Сейчас у вас будет примерка с Еленой. Готовьтесь, снимите лишнее, если что, пиджачки, кофточки. Вы пока отойдите, мы сейчас с остальными поговорим. Хорошо? Девушки, которые не прошли кастинг, конечно же, расстроились. Но им важно знать свои ошибки, сильные и слабые стороны. Да, девочки, на этот раз, на эту съемку выбрали только тех девочек, но вы тоже очень яркие, очень интересные. Вот. Немножко не подошли либо слишком яркой внешностью, знает кто. Почему? Потому что у нас более такая демократичная одежда, поэтому. Либо слишком высокий рост, потому что у нас модели, наши одежды рассчитаны на более стандартный рост, то есть где-то 164, 170, ну вот вы, в общем-то, меня понимаете. Или либо силу возраста. У кого-то слишком юное личико, может быть, тоже. Вот, то есть, но это не говорит о том, что я думаю, мы есть, вы есть, поэтому все впереди, где-то мы вас все равно найдем и обязательно вас пригласим на участие в съемке. Спасибо. Должны понимать на любых кастингах, это как опыт для вас, что в этот раз вы можете не подойти только по типажу. Определенному заказчику нужен определенный типаж, и он так видит, например, либо съемку, либо свой показ. И он не обязан вам это объяснять. Поэтому каждый раз, когда вы приходите на кастинг, если вы продолжаете дальше карьеру, вы ездите в Москву или за границу, вы должны понимать, что это не лично вы не понравились чем-то, что вы плохо прошлись или что-то не то сделали, сказали. А просто сегодня другой типаж, который подходит больше заказчику. У заказчика определенное количество моделей, которые ему нужно, и он из всех выбрал наиболее подходящие для него. И всегда у вас должна быть одинаковая реакция. Спасибо, до свидания. То есть взяли, спасибо, до свидания. Не взяли тоже, спасибо, до свидания. Ровно. Не слишком радоваться, когда взяли, не прыгать, не орать. Это показывает, что вы еще новенькие, что вы еще такой ровности у вас нет, эмоциональной стабильности тоже. И естественно, разочаровываться и задавать вопросы, а почему, а что мне сделать и так далее. Это тоже выдает непрофессионализм. Поэтому стараемся, учимся на этом. Если вас не берут, вот здесь вам объяснили, чтобы это было понятно и нашим зрителям, почему в этот раз вы не подошли. В показе вы будете участвовать в любом случае, но сейчас мы выбрали для съемок. Хорошо? Все, молодцы, все Желаю всем удачи, девочки. Спасибо!
Здравствуйте, меня зовут Елена, я владелец магазинов Леди Винтер. Сегодня проходил кастинг на участие девочек для отбора на наши фотосъемки для представления нашей коллекции. Впечатления очень даже порадовали девочки. Почему? Потому что очень все яркие, интересные. Приходилось выбирать лучших, хотя все достойные. Выбирали, потому что под свои критерии, потому что у нас своя концепция в одежде. Говорить, озвучивать, кто, за кого бы я проголосовала, пока не буду. Пусть останется это в секрете. Конечно, хочется видеть на съемке, именно показать наш товар лицом, как говорится, и чтобы девочки могли преподнести это, чтобы захотелось купить. То есть я рассуждаю, конечно, со своей точки зрения. Второй кастинг проходил в магазине модной одежды Fashion Logica. 8 моделей для фотосъемки выбирала управляющая магазином Марина Магеррамова. Это было очень сложно. Из 20 моделей выбрать всего 8. Девушкам задавали вопросы и приглашали повторно. Мы двух скоропитим еще. Да. Планируете выходить? Больше похоже.
Девочки, спасибо. А немножко о себе, получается, Рада. Это вы? Да, А вы где сейчас учитесь? в 9 классе А чем увлекаетесь? увлекаюсь театром. Театром. Спасибо. А вы? Как вас зовут? Меня зовут Софья, я учусь в 8 классе, очень сильно увлекаюсь моделингом, обожаю ходить на фотосессии, очень часто хожу, меня очень часто приглашают, и я обожаю получать эмоции от этого. Спасибо большое. Спасибо. Так, девочки, я называю, вы выходите. 23 Алексеева Рада. Перевозчикова Арина, 9 номер. 16 Лялина Валерия. 19 Старостина Валерия. 18 Ложкина Ирина. 26 Машинникова Алина. 11 Осипенко Алена. Номер 2 Зельда Зон. Очень долго Марина выбирала, потому что много понравилось, но 8 человек и все. Для съемки мы выбираем 8. Для показа будет больше, но сейчас на съемку ориентируемся. Девочки, спасибо вам большое, что вы пришли. И хочу сказать, глядя на вас, я вижу, что вы каждая такая прям уникальная по внешности, но мы выбираем для нашего магазина, для того, чтобы лица покупателей, они узнавались в моделях. Я вижу характер марок, который у нас есть, который бы подошел тем девочкам. Я знаю, и вижу даже, кто бы еще подошел, но, к сожалению, только 8 человек. И я думаю, что в дальнейшем мы с вами еще познакомимся и будем еще работать. А так, вас очень благодарю за сегодняшний день и за вашу подачу. По-моему, это замечательный проект для того, чтобы наши девушки в Удмуртии, которые, наверное, все засиделись уже во время этого затяжного карантина, нашли время и место, где они готовы показать себя, какие они все разные и интересные. И этим проект и цепляет о том, что каждая девочка, самая простая, может выйти на тот уровень, о котором она еще даже не мечтала. Девочки, конечно, все замечательные, они все яркие, интересные, харизматичные, у каждой есть свой характер. И, честно говоря, было сложно выбирать и вообще решать судьбу в какой-то момент. Девчонок взяла на себя такую ответственность. В нашем магазине представлены разные марки одежды. И, соответственно, я ориентировалась именно на это. Одежда – это способ самовыражения женщины, и так как все разные, поэтому в нашем магазине все представлены марки разные, поэтому я выбирала девочек, которые разные и внешние, которые разные по характеру, разные подачи, по размеру, совершенно не одинаковые типажи. Даже если они сегодня услышали «нет», это не значит, что нужно прекращать. Всегда идти по жизни с улыбкой, даже если сказали «нет». Как раз-таки на съемке нашего магазина, от нашего магазина, я бы хотела, чтобы девочки смогли передать тот характер марок, те разные марки, которые у нас представлены, чтобы они смогли выразить те ДНК стиля, которые заложены в марках, вот чтобы они это и показали. Я думаю, что у нас все получится. Наш магазин уже существует 13 лет, и самое важное, что мы поняли за эти 13 лет, мы даем женщинам Ижевска выбор. И самый важный выбор – это быть собой. И, наверное, здорово, что сегодня я увидела девочки, когда они были вот именно сами собой. Они не играли, они не представляли кого-то, они были сами собой, были яркие, харизматичные. И вот именно те 8 и зацепили.
Поэтому они аутентичны вместе с нами, они нашим ощущениям, нашим магазинам. Поэтому я думаю, что у нас получится замечательный фотопроект, и каждая женщина в Ижевске, возможно, увидит себя, какой-то характер свой в отражении вот этой девочки. И, наконец, третий кастинг состоялся для молодого бренда оверсайз одежды Frog Moms с создателем бренда Елизаветой Сафроновой. Девушки очень переживают, ведь те участницы, которые не пройдут ни одного кастинга, станут первыми претендентками на выбывание из проекта. Опыт у нее есть. Рост высокий. Классическая внешность. Но она не классическая, она больше такая стронг. Для фэшн всяких, да, показов. Спасибо. Какой возраст? 16. Видно, что девушка. Но ее как накрасить? Если сделать ей глазки. Спасибо. Нестандартные позы. Пускаем пока? Да. Спасибо. Запоминающаяся внешность для меня, по крайней мере, точно. Спасибо. Природная красота у человека, конечно же. Да. Спасибо. Тоже девушка совсем юная. Есть рост. Мне кажется, она уже высокая, да? Мне нравится. Спасибо. А у вас есть какие-то корни, принадлежащие там удмуртской национальности или финно-угорской? Спасибо. В принципе, тоже мне нравится. Скажите, вы уже определились, в принципе, какой вам стиль больше импонирует? Спортивный, классический? Да. У нас просто достаточно молодежная одежда. Вот. И нам важно, чтобы модели, которые будут фотографироваться в ней, им было приятно, и им было этот стиль близок, в принципе, по душе все было. Спасибо. Представление красоты. Длинные волосы висят, мне кажется. Да. Необычно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, одежда и вообще, в принципе, то, в чем человек ходит, выражает как-то стиль человека? То есть напрямую характер прям пропорционален стилю одежды, да? Настроению, по крайней мере, да? Цвет. Индивидуальность. Спасибо.
позы хорошие. Ну, пока пойдут. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас есть опыт, да, уже в модельном бизнесе? Вы ездили на какие-то, как это называется, контракты, да? У вас уже такой солидный опыт, можно сказать, да, по сравнению с другими участницами. Понятно, спасибо. 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 Тоже все решает волосы. Спасибо. Спасибо. Человек знает свои выгодные ракурсы, как себя подать. Спасибо. Спасибо. Достаточно яркая внешность, интересная. Спасибо. У вас есть опыт в фотосъемках, съемках? Вы участвовали? Да? Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Вопросов нет. Все, пока. Чем ближе финал, тем больше напряжения среди участниц, и тем сложнее жюри делать свой выбор. Ну, давайте между Зельдой. Наверное, я выбираю Настю тоже, но нет. Почему нельзя выбрать всех? Конечно, все девушки очень красивые. Но у всех подчеркнута природная красота. Две вот эти оставляем, да? Остальные пока. Могу прокомментировать, да. Вот у этой, конечно, опыта побольше. Вот, но она немножко более такая агрессивная. Эта девочка, она как подросток. То есть по позированию они обе такие активные, рисковатые. Да, да. Вот. Настя, она более, такая, подросток. Вот у нее такая и внешность, и подача, она гармонично смотрится в этом, да. В принципе, любые задачи она выполняет. Но по опыту, я думаю, что Зельда будет более... Но опять-таки здесь мы, конечно, не на опыт смотрим, а на ваши ощущения, кто ближе и кто именно понравился. Номер 2 и номер 13, пусть выйдут сюда. И еще немножко попозируйте вместе вот здесь. Две абсолютно противоположности, мне кажется. Ну, Настя подрастет, она, конечно, не агрессивной не будет, но будет более такой. Вот, у нее есть еще хорошее будущее.
кто больше нравится нам. Это сложно прям. Сейчас почему-то особенно. Ну, посмотрите еще из тех, может быть, те под вопросом или всех тех точно уже, да? Да, я уже. Спасибо. Наверное, будет очень ругать. Не волнуйтесь, не буду ругать. Так, ну что, я их приглашаю сначала тех, кого взяли. Оставшиеся, когда кого не взяли, выйдут, вы можете какие-то рекомендации дать, общие, не обязательно там каждая, просто сказать, что вот, девочки, я выбрала так-то, так-то, вы хорошие, но я ограничена в количестве. Так, девочки, я называю номера, вы выходите перед нами, хорошо? Номер 6, номер 2, номер 30, номер 24, номер 16, 15, 11 и 13. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поздравляю! Вас взяли на съемку этих замечательных худи красивых. На следующей неделе мы будем сниматься с вами. Вот. Будете рекламировать наши прекрасные спортивные костюмы. Я надеюсь, что вам этот стиль близок. И, в принципе, стиль оверсайз сейчас очень популярен. И вы будете чувствовать себя комфортно. И вам все понравится. Пожалуйста. Спасибо вам. Девочки, выходите все остальные. Все девочки очень красивые. Вы все обладаете классической красотой, природными данными. Своим выбором я просто хотела показать тем, что большое количество людей, девушек на планете имеют разный типаж, наверное, да, и которые мне показалось близки мне по духу, я в них увидела что-то свое, возможно, да. Трудно выбрать 8, но это такое задание, да, мы ограничили, специально ограничили, чтобы было, да, ну потому что иначе вы бы все где-то прошли, и все было бы, все понятно, такие, мы все работаем. А здесь это какая-то интрига, почему кого-то взяли больше, кого-то меньше, кого-то. В общем, сейчас собираемся, у нас последнее за жюри мнение в любом случае, поэтому кто-то у нас автоматически попадает, уже расстраивается. Все хорошо, жизнь только начинается, и это прекрасно, что, да, еще раз повторюсь, когда вы не проходите, это только точка роста ваша. Поймите, что это субъективно. Вообще каждый человек выбирает очень субъективно. И понятно, что в голове есть картинка, какой образ хочется, но с одной стороны мы ограничены образом, а с другой стороны вот нравится, не нравится, и все, и здесь уже ничего не поделаешь. Наше не наше. И это не зависит, да, от того, какие вы. И когда вы это поймете в самом начале, жить станет намного проще. И не только в моделинге, это касательно моделинга, но еще и в принципе нравится всем, не то чтобы невозможно, но вообще нельзя. Даже стараться не надо этого делать, всем нравится. Вы сами по себе разные, будьте разными, это классно. Чем вы разнее, тем вы интереснее, и тем, заказчики в основном хотят, да, разных, чтобы они вроде мне нравились, были похожими, но внешне такие вот разнообразные, интересные, да, разнотипажные. Вот. Все, готовимся, сейчас у вас будет репетиция. Вот и закончилось очередное испытание для девушек. Они с успехом прошли 3 кастинга для съемок в салонах одежды. Некоторые девушки взяли по 2 кастинга, и лишь одна участница была выбрана всеми 3 заказчиками. Это Осипенко Алена под номером 11. У всех этих девушек иммунитет на выбывание в следующем туре. К сожалению, 4 девушки не прошли ни одного кастинга, и именно они будут номинированы на выбывание. Теперь их судьбу будут решать жюри. Мы увидим это в следующем выпуске. Смотрите нас через неделю на канале СТС Ижевск и в соцсетях проекта ТОП-модель _Удмуртия.